Вернуться из неизвестности. В мессенджере WhatsApp появилась информация от поискового отряда «Миусфронт» об обнаружении останков неизвестного солдата. У неопознанного бойца был с собой фрагмент письма с адресом жены, проживавшей в Якутске. Наш корреспондент Афанасий Николаев попытался установить личность погибшего фронтовика. Поисковики из «Миусфронт» останки красноармейца обнаружили еще в 2013 году. На костях солдата было порядком истлевшее письмо. Можно было прочитать название города – Якутск, части адреса, где сохранились только первые буквы – С, Т и 8 В. И самое главное – имя жены – Валентина Гавриловна. Стадухина? Нет. Нет. Овадин. Войду. Первым делом необходимо четко установить адрес. Мы обратились к сотруднику Института гуманитарных исследований, кандидату исторических наук Пантелеймону Петрову. С помощью карты образца 1939 года нам удалось точно узнать название улицы. Наиболее вероятно, письмо было адресовано на имя Валентины Гавриловны, проживающей по улице Стаханова, номер 1. С этой информацией мы обратились в республиканский военкомат. Из Якутска в годы войны призвали более 15 тысяч человек. Списки есть, но проблема в том, что в них нет ни данных о близких, ни адреса. В военкоматах республики, которые осуществляли призыв в годы Великой Отечественной войны, хранятся только книги призванных, где указывается фамилия, имя, отчество, год рождения и дата призыва. Этой информации недостаточно для организации поиска. Да? Для составления запроса в Центральный архив необходимо указать номер воинской части. Родственники большей частью не знают такой информации. Да? Решением проблемы мог стать личный медальон, но у погибшего он не был обнаружен. К примеру, в музее Ярославского хранится посмертник фронтовика Гаврила Корнилова. Его нашли поисковики под Ржевом в 2007 году. И благодаря ему внук офицера смог присутствовать на перезахоронении праха. Но, как поясняют сотрудники музея, посмертный медальон не панацея. Медальоны довольно-таки часто находят, но внутри они бывают без чистые бланки. Чистые бланки вот очень редко находят там данные солдат. Потому что примета существовала, что кто заполнит, тот погибнет. Бывшая улица Стаханова насчитывала всего 11 домов. И при наличии домовых книг можно было бы восстановить имя супруги, а затем и погибшего солдата. Улица Стаханова находилась на этом месте. В 60-х годах была переименована в улицу Бестужева-Марлинского. Поэтому улица Стаханова была небольшая, порядка 11 домов. То есть установить, кто проживал здесь, кто призывался в армию, возможно. И здесь в основном проживали коренные жители города. То есть вполне возможно родственники, внуки, правнуки погибшего красноармейца до сих пор проживают в городе Якутске. В завершение мы бы хотели обратиться ко всем телезрителям. Если ваши родные во время войны проживали на улице Стаханова, вашу бабушку или прабабушку зовут Валентина Гавриловна, пожалуйста, обратитесь в нашу редакцию. Мы попробуем установить. Может быть, павший солдат является вашим родственником. Афанасий Николаев, Иван Семенов, Василий Слепцов, ВК «Саха», Якутск.